Дорогие родители, учителя, студенты, ну и, конечно же, наши любимые абитуриенты. Мы рады приветствовать вас на нашей прямой трансляции, которая ведется из студии Башкирского государственного аграрного университета. Мы продолжаем цикл прямых трансляций. Сегодня проведем брифинг приемной кампании 2020, организованная Министерством образования и науки Республики Башкортостан при поддержке приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета. Хотим вам напомнить, что недавно прошел брифинг ректоров вузов Республики Башкортостан. И напоминаем вам, что сегодня на ваши вопросы ответят комиссия Башкирского государственного аграрного университета, ну и, конечно же, приглашенные гости из профильных министерств. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Вашему вниманию презентационный ролик Башкирского государственного аграрного университета. Ну что ж, вот такой замечательный ролик создан про наш Башкирский государственный аграрный университет. Ну что ж, друзья, сейчас хотелось бы представить всех спикеров, которые сегодня будут присутствовать в нашей студии, поэтому можем начинать. Проректор по учебной работе Башкирского государственного аграрного университета Наиль Муртазович Юнусбаев. Добрый день, Анас. Здравствуйте, Наиль Муртазович. Ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Светлана Сергеевна Боголюк. Добрый день. Также в нашей студии сейчас присутствует заместитель начальника отдела профессионального образования Альбина Салимьяновна Киньябузова. Ну что ж, сейчас первое слово хотелось бы предоставить проректору по учебной работе Башкирского государственного аграрного университета Наилю Муртазовичу Юнусбаеву. Спасибо, Эрнест. Коллеги и друзья, мы вот повторно так собрались в таком формате. Ну, все понимают, почему мы так собираемся именно в такой студии. Еще раз повторюсь, то, что Эрнест сказал, мы действительно сейчас вещаем с студии аграрного университета, и сегодняшняя ситуация нам не позволяет пообщаться с абитуриентом, с родителями, для того, чтобы пояснить наши сегодняшние позиции по приемной кампании в этом году. Но, тем не менее, мы постараемся довести до всех наших слушателей, которые подключились к нам на YouTube-канале, и потом будут просматривать наши ролики, и вот этот ролик, который мы сегодня в студии озвучим, да, на все вопросы, которые интересуют и родителей, и поступающих в этом году, и вообще всех жителей, которые интересуются высшим образованием. Что касается нашего университета, то могу сказать, что в этом году мы уже начали приемную кампанию, и с 1 апреля, ну, если помнишь, Эрнест, мы об этом говорили. 1 апреля? Да, с 1 символично. апреля. Да, символично. Мы говорили об этом еще весной, и в мае месяце, когда мы транслировали первую трансляцию, мы говорили, что с 1 апреля у нас уже идет приемная кампания. Приемная кампания идет через официальный сайт нашего университета, онлайн-режиме, где можно подать, в принципе, документы и уже попасть в базу нашего университета, для того, чтобы мы видели и в рейтинг-списках, и потом, чтобы мы анализировали этих поступающих в последующем. В этом году, конечно, мы сегодня поговорим и о тех вопросах, которые касаются нашего университета, как факультетов, проживания, социальных вопросов,
поговорим о стипендиях, возможно, будут вопросы и какие-то иного характера. Ну, мы постараемся сегодня с вами пообщаться так, чтобы было плодотворно и было всем полезно и всем было Самое главное, понятно. познавательно. Да, познавательно, совершенно верно. И, конечно, я думаю, будет всем интересно, всем интересно нашим слушателям, что присутствуют у нас гости, которые будут отвечать на интересные вопросы Мгм. именно с наших профильных уважаемых министерств. Наверное, так, Эрнест. Ну, Да. Спасибо дальше. большое, Наиль Муртазович. Мгм. Ну что ж, а сейчас хотелось бы предоставить слово заместителю начальника отдела профессионального образования Альбине Салимьяновне Киньябузовой. Пожалуйста. Да, действительно, как Наиль Муртазович верно отметил, пандемия коронавирусной инфекции внесла некоторые коррективы в нашу жизнь, и, соответственно, приемная кампания этого учебного года пройдет с рядом особенностей. Вот об этом хотелось бы сегодня и поговорить. Очень актуальная тема на Да. сегодняшний день. Какие-то вопросы, Эрнест? Да, давайте мы с вами приступим разбирать вопросов из чата. Вот, например, такой вопрос. Если пропустил ЕГЭ по болезни, как можно будет сдать и смогу ли я поступить в Кстати, университет наверное, в основную да, волну приема? Да. наверное, по тем вопросам, которые уже есть же у нас приказ уже соответствующий, недавно вышел с Министерства Мгм. образования, уже с этими сроками, наверное, об этом сначала, наверное, поговорим, да, Альбина Сальмяновна? Потому что по срокам ЕГЭ пересдать, там, по-моему, можно только по уважительным причинам, если я помню. Ну да. Да. Да, действительно, если ребенок не смог, наш абитуриент не смог сдать в основной период, в основные даты, он может пересдать в резервные даты при наличии, подчеркиваю, при наличии уважительной причины, подтвержденной документально. Мгм. И вот эти резервные даты, все решения по пересдаче в резервные даты принимаются председателем, председателем Государственной экзаменационной комиссии, это Хажином Айбулатом Вакиловичем, и необходимо написать соответствующее заявление. Так, спасибо большое. Едем дальше. Вот такие еще, кстати говоря, вопросов уже достаточное количество, их тоже хотелось бы каждый из них разобрать. Вот Яна Макарова задает такой вопрос. Нужна ли электронно-цифровая подпись для поступления? В соответствии с особенностями приема в 2020 году электронно-цифровая подпись не нужна. Наши абитуриенты могут подать документы в электронном виде на электронные ресурсы вузов. В качестве ксерокопии, получается, да? Да, это могут быть сканированные версии Мгм. документов, фотографии, но качественные. Также они могут воспользоваться суперсервисом поступления в ВУЗ онлайн. Так, а что это такое за суперсервис? К такому суперсервису у нас на территории республики подключен авиационный университет, и можно подавать документы через сайт госуслуг. Также можно подать документы обычной почтой. А вот если говорить о госуслугах, это, получается, услуга платная или Нет, бесплатная? это бесплатно, для абитуриентов бесплатно. Мгм. То есть электронной цифровой подписи, как об этом говорили ряд СМИ, не требуется. Ну и Ну, здесь, слава здесь богу, можно да. добавить, Эрнест, смотрите, если нет интернета, ну, где-то с района, может быть, всякое Ну может да, быть, да, не, такие не ситуации получится представить, то Ну или есть у тебя МТС, допустим, ну понятно. Мгм. в нашем вузе будет организован информационно-консультационный центр в этом корпусе, и любой желающий может приехать. Да, подать он документы. уже организован. Мы с Да. сегодняшнего дня начали прием документов. Сегодня очную первый форму, день да. ведем на очную То есть форму. даже можно сказать, что поздравляем вас с успешным Да. началом Спасибо, даже, да? спасибо. Здорово. Так, давайте приступим к следующему вопросу. Вот такой вопрос задает Анастасия Кугейко. Будет ли увеличение бюджетных мест в этом году? Ну, я отмечу, что, во-первых, контрольные цифры приема или бюджетные места устанавливаются по итогам публичного конкурса. И самое важное, что количество бюджетных мест вузам, действующим на территории республики, ежегодно увеличивается. По сравнению с прошлым годом увеличение произошло порядка на 1000 мест. И в этом Это большая году, цифра? да, относительно предыдущего года, да. И в этом году количество бюджетных мест составит 11 264. Соответственно, и шансов у абитуриентов появляется больше поступить на бюджетную форму обучения. То есть это на всю республику 11 тысяч На всю получается, республику, да? на самостоятельные государственные Прямо вузы. четко. 11 тысяч, сколько сказали? 264. Но, 264. возможно, будут некоторые Возможно, еще, да, изменения, корректировка, потому что у нас тоже в нашем вузе мы же профильный университет, соответственно, у нас тоже, вот буквально вчера у нас было заседание с заместителем министра сельского хозяйства Вайдовым Максимом Васильевичем, который тоже обозначил, что у нас будет увеличение на 140 примерно, да, мест у нас, по-моему, будет Ну, это увеличение замечательно. по профильным направлениям. То есть, опять-таки, шансы всегда увеличиваются. Тем более, я, конечно, не знаю цифры по детям, как у нас выпустилось в этом году по школьникам. Ну, это, наверное, примерно 18-19 тысяч, я так думаю, Да. да? Примерно так, наверное.
То есть Ну, вот конкурс можно прямо посчитать. конкурсная ситуация будет, конечно. Бюджетные места не всегда конкурсные. Будет обидно, если последнему 265-му человеку не достанется место, то 264. Ладно, давайте ехать дальше. Такие вопросы у нас еще есть. Вот Кристина Лазарь задает вопрос. Можно ли подавать документы в университет до сдачи ЕГЭ? Интересно, кстати. Особенностью приема именно нынешнего года является то, что абитуриенты могут подавать уже заявление, если они определились с вузом, с направлением подготовки. Это возможно, да, подают заявление или какие-то еще Это как-то имеющиеся у связано них с документы. пандемией вот этой вот? Конечно. Напрямую, наверное, Поскольку сроки сдачи ЕГЭ у нас сдвинулись, Мгм. соответственно, сейчас вот идем навстречу нашим абитуриентам, и у них вот такая возможность есть. То есть подать сначала уже. можно дать одни документы, а потом после сдачи еще остальные. Да, есть можно уже после досдать, очереди. да. Надо же, какие возможности открываются для абитуриентов в этом году. Ну, как это, бы. это, в принципе, с одной стороны, очень хорошо. Да, с одной Да, стороны хорошо, но с но, другой стороны ну, пандемия как-то когда, может быть когда хорошо. мы узнаем, ну, по-моему, последний ЕГЭ 7 августа, если я память не изменяет, 7 августа, по-моему, с учетом всех пересдач. Но если так подумать, в принципе, уже, по-моему, аттестаты дают в школах. Аттестаты, да, дают. Да, аттестаты дают в школу. То есть уже вот у нас приемная Мгм. кампания началась, и других вузов, я думаю, тоже так же, соответственно, могут дети. Сегодня к нам уже приходили выпускники текущего года. Ну, процесс пошел. Даже так, да? Да. Так, вот еще такой вопрос, тоже интересный, задает его Лидия Паряева. Как можно будет поступать и проходить экзамены гражданам СНГ? Учитывая, да, вот эти нынешние перелеты, которые там где-то запрещены, где-то нет, как вот Ну, граждане возможно? СНГ также имеют право при наличии среднего общего образования, они имеют право сдать экзамен непосредственно в ВУЗе по общеобразовательным предметам. То есть прямо непосредственно здесь? Да, прийти и А сдать. как-то онлайн? Может быть, это возможно? Но в нашем ВУЗе предоставляется возможность и подачи документов онлайн, и сдачи Экзамен. вступительных испытаний Только в онлайн. нашем ВУЗе такое представляется. Я правильно понимаю? Ну, я за другие вузы не отвечаю. Но в нашем ВУЗе в как нашем бы вузе, есть да, такая есть. возможность, поэтому мы Поэтому мы ждем не будем иностранных хвастаться, но абитуриентов. мы можем, да, мы вас ждем. Так, едем дальше. Такой вопрос. Если не успел записаться на профильную математику, когда можно это сделать? Задает вопрос Анастасия Кугейко. Перечень экзаменов, Мгм. перечень ЕГЭ, он вообще, конечно, формируется до 1 февраля. Если вдруг так не успели в этот период, только в случае уважительной причины, опять же подтвержденной документально, есть возможность изменить перечень экзаменов. А какие-то конкретные примеры уважительных причин, может быть? Ну, Допустим, если ребенок находился в больнице, Мгм. болел. если там еще куда-то уехал, наверное, да? Мгм. Ну, то есть есть причины уважительные, а как-то подтверждаются они, эти причины? Справки. В смысле? Ну, Какие-то соответствующими справки, да. справками, Ох, конечно. даже, Конечно. ну, ладно. Так, вот такой еще вопрос. Как выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году? Прошлых лет? Хороший вопрос, кстати. Так, Светлана Сергеевна. Они сдают, отвечу, да? Да, Они конечно. сдают в те же сроки, как и выпускники этого года. Единственная особенность в том, что если раньше они приезжали и сдавали непосредственно в Уфе, сейчас они будут сдавать по фактическому месту их нахождения. То есть, получается, он где в школе учился, туда идет, да? Да. То есть, его не записали, он просто приходит и говорит, я хочу сдать ЕГЭ, я в прошлом году закончил, Ну, да? вообще Так у получается? них уже должны были им направлены быть уведомления. Ну, Если понятно, да. таких уведомлений нет, то Мгм. нужно обратиться в управление образования района, если не Понятно. приходили уведомления. Получается, Альбина Сергеевна, я вот продолжу вот эту тему. Там те люди, которые, допустим, в прошлом году не сдавали вообще ЕГЭ, в прошлом году же все должны были сдавать. Ну, Поступаешь, был не такой поступаешь. вроде, был Да. вроде такой. Они могут тоже, да, получается? Повторно как бы вот. Я вот в прошлом году не сдавал, я хочу сейчас пройти сдать, наверное. Ну, если они подали заявление соответствующее до 1 февраля, Мгм. то тогда могут, да. Ну, До всё. 1 февраля этого года? Соответственно, Да. за предыдущую, Заблаговременно должны Не были хочется подать говорить, конечно, заявление. такие вещи, но тем не менее крутые возможности, такие достаточно удобные возможности для многих поступающих в этом году в университет открываются. Ладно, такой вопрос еще интересный. Во сколько вузов можно подать документы и на сколько направлений в каждом вузе? Может, как-то это связано вот в этом году в связи с этой пандемией? У Есть абитуриентов разница? остается право подачи документов, заявлений в 5 вузов по 3 направлениям. Ну, имеется в виду, в том году ведь сдавались
Ну, как и Как в и в других прошлом годах. году. Как и в прошлом Я имею в году. виду, что оригинал документов, они же сдавали непосредственно в ВУЗ, а вот если сейчас, например, вот какие-то вузы, например, не пускают или еще что-то, то есть... В дистанционный формат переведено это все. А, Либо это может быть по электронной почте, то есть электронные оригиналы ресурсы можно вуза. также подать Оригиналы дистанционно. документов можно будет подать в течение первого года Все, хорошо, спасибо. обучения. Вот такой Эрнест, вопрос. Эрнест, можно я Да, здесь конечно, Светлана добавлю? Сергеевна. У нас поступали, когда мы объявили о том, что будет проходить открытых дверей, поступали вопросы на почту приемной комиссии. Здесь был такой вопрос, как будет контролироваться то, что действительно подал в 5 вузов и на 3 направления подготовки. Я отвечу на Вдруг этот меня вопрос. обманут, да? Но Нет, здесь зачем? Просто здесь и ВУЗ интерес тоже, интерес, вернее, вуза есть. То есть Мгм. мы же не знаем, может он подал в 16 и, там, 5, ну, там, и так далее. вот А такое бывает? В для 16 этого вузов? каждый Ну, вуз отправляет информацию тоже Ага. в онлайн-формате в федеральную информационную систему. Это информационная система и ЕГЭ, откуда мы узнаем результаты ЕГЭ. Поэтому мы принимаем сейчас абитуриентов без результатов, потому что результаты нам с федеральной базы придут. Оттуда же мы узнаем, сколько вузов выбрал абитуриент. И если будет, когда придет этап зачисления, лишняя специальность, лишнее направление, либо лишний вуз, мы просто не сможем зачислить этого абитуриента. Что очень печально. нет, в принципе, как и в прошлом году, как и раньше. Просто здесь вот связано с тем, что вот это пандемия, Ну да, да, все да. проходит онлайн. И раньше мы узнавали результаты ЕГЭ Да, с та федеральной система базы. была Да. такая. Ну, как же, говорится, абсолютно. современные По факту проблемы то же самое. требуют современных решений. Так, вот такой еще вопрос. А как лучше подавать документы в этом году? Алия Латыпова. Кстати говоря, вот Алия Латыпова, она, по-моему, на всех трансляциях наша активная участница, естественно, задает вопрос. Вот как лучше подать документы? Ну, здесь по вашему мнению? лучше я не могу сказать. Это каждый абитуриент, каждый ребенок выбирает для себя удобный способ. У кого Мгм. какие возможности. В Какие любом случае, как бы возможности можно есть, и да. онлайн, можно и непосредственно приехать. И еще я обращу внимание наших абитуриентов на то, что если нет интернета, нет возможности направить документы, при каждом муниципалитете будут созданы специальные пункты. Сейчас уже этот вопрос прорабатывается, и можно будет непосредственно там эти документы отправить. Эти пункты будут оснащены оборудованием, техникой, и можно будет там отсканировать и отправить Можно документы сказать, что в приемную компанию. мобильная станция приемной Совершенно комиссии, верно. да, в каждом районе. Да. Как представительство получается, наверное, да? Так как бы Здорово. получается так. Техническая возможность, техническое подспорье. Ну, то есть у для кого-то наших нет абитуриентов. ни сканера, ни Да, компьютера, да, ни да, да. интернета, он просто приходит, приезжает в эту точку, в любой Мгм. момент заходит, ну не в любой момент, там, наверное, какой-то режим работы есть и отправляет. Да, вот. на брифинге ректоров это Да, озвучилось, там да. конкретные Да, точки точно. говорили. И Можно эта записи информация будет посмотреть. размещена на сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, на сайте администрации районов, и также может быть размещена на дневник.ру в этом это- ресурсе. Дневник это... Школьная база. школьная Насколько я база, знаю, да. это новая какая-то платформа такая созданная, да, специально для Ну, обучения. как, Родители родители школьные знают. знают. Да, А. Эрнест, мы знаем. Я у Это- мамы спрошу, она меня учитель. Ладно, давайте такой еще вопрос зададим. Вот задает вопрос Аристарх Симонов. Как будет вестись учет количества поданных заявлений в институты? Как будет вестись учет количества? Так что, Вот только что я Да, это ответила, вопрос, это да. он продублировал вопрос, на почту он Мгм. уже его присылал, Ага. вести через федеральную информационную систему. Все, понятно, коротко и по факту. Едем дальше. На какой факультет самый высокий проходной балл? это традиционный вопрос. Да, конечно, это да. На какой Всегда факультет? про баллы у нас Я спрашивают. отвечаю, а сейчас Наиль Муртазович ответит. Наиль Муртазович, давайте, для разнообразия. Кстати, у нас Хорошо. есть теперь вы. Хорошо, без проблем. Дело в том, что вообще конкурсная ситуация определяется на момент прохождения конкурса. Мгм. И зависит от того, какое количество подало в этот период заявлений, с какими баллами подали. И это все висит на сайте, то есть рейтинг списки висят на сайте. И сказать там, на какой-то факультет будет там, например, в этом году пороговый балл такой-то, сказать просто нереально. Мгм. Это спрогнозировать вообще нереально. Всегда, каждый год по-разному. Единственное, есть определенная, ну, скажем так, корреляция между факультетами. Какой-то факультет всегда не доходит до определенных уровней, это у всех вузов так. Мгм. Какой-то факультет переходит определенный уровень, то есть высокие баллы и низкие баллы. Вся эта информация висит на сайте. Ну, как по баллам информация будет висеть, Ну, когда имеется в виду, да, Да, когда у после- нас- Прошлых лет, Прошлых с прошлых лет 15-го висит, года да. размещена. 17, 18 и так далее, они висят. А в этом году процесс приема начнется, мы уже автоматически будем, наша система как бы автоматически выставляет это все на сайт раздела абитуриенту. Да, у нас Мгм. это с первого дня сразу с Да, рейтингами. с А рейтингом. вообще особенностями приема обусловлено, что с 19 числа Конечно, начнут понятно, эти что рейтинги да, выставляться. дети хотят узнать, вот я пройду или не пройду. Все хотят понимать. Ну, Ну я да, в свое время сам да. поступал, сам примерно тоже так же. Ой, наверное. тогда, конечно, было
очень страшно на самом деле. Тогда документы мы тоже привозили, сдавали, была беготня. Тем не менее, все сложилось в лучшую сторону. Итак, давайте разберем следующий вопрос. Можно ли будет во время учебы в университете поехать на стажировку за границу, и что для этого нужно? Вот, да, все хотят за границу, все почему-то. хотят за Уже границу. сразу за Нет, границу. но я, наверное, думаю, все-таки это про практику, то есть поделиться опытом за Ну, вот я рубежом. чувствую, по интонации ты хочешь сам рассказать. О, Наиль Муртазович, вы знали? Да, дело в том, что я сам пробовал, у меня получилось, я был на практике в Соединенных Штатах Америки. Все это возможно, главное, как говорится, было бы желание. Все, что нужно, это, естественно, договориться с деканатом. Как по своему опыту рассказываю, необходимо досрочно сдать сессию, ну и затем сдать необходимые документы по поводу сотрудничества, по поводу практики, и уже, как говорится, флаг в руки и вперед. Так, вот такой еще вопрос. Кстати говоря, тоже очень важный вопрос по поводу обучения. Задает вопрос Алена Качура. Есть ли возможность перевести из коммерции на бюджет и в течение какого времени? Кто будет отвечать на вопрос такой Нет, интересный? вопрос, вот вроде бы про прием начали говорить, а уже говорят с коммерческого бюджета. Ну, видимо, Да. люди хотят деньги сначала заплатить, а потом этот. Ну, Ну, видимо, да, да. расстраховываться. Рассматривают все варианты. Все Да. варианты. План отхода. Конечно, федеральное законодательство позволяет это сделать. Есть у каждого вуза, у нас тоже в том числе положение о порядке перевода с платного на бесплатное. Это все определено законом. Если студент достаточно успешно обучается в течение 1 года, как минимум 2 сессий, сдает сессию на не четверки, пятерки, и на этом курсе, куда он поступал в рамках контрольного приема, в течение обучения появилось вакантное место бюджетное, то есть человек просто или ушел учиться в другой вуз, или просто перестал учиться, или что-то еще, или так далее, да, то, конечно же, в установленном порядке рассматривается комиссия, он подает заявление на комиссию, комиссия рассматривает, если в конкурсном варианте он выигрывает, то, соответственно, переходит на бюджетную основу. И все. Ну, То есть всё, главное, И расторгается договор на коммерческое обучение, и он обучается на бюджетную В общем, варианты есть. Варианты Конечно, есть, поэтому конечно. без проблем. Так, вот такой вопрос. Какие индивидуальные достижения повышают шанс поступить? Кстати говоря, тоже очень важный Давайте такой Светлану вопрос для Сергеевну попросим абитуриентов. ответить. Светлана Сергеевна. Индивидуальным достижениям посвящен отдельный пункт порядка приема. И там написано общие индивидуальные достижения, за которые могут получить в любом университете. Это аттестат с отличием, это красный диплом, это золотой значок ГТО. Но каждый вуз еще... Кстати говоря, значки ГТО. Да, Золотой. Вот, нет, ну серебряный, но неважно. нам Так, нужен продолжайте. И определенный перечень, есть который вузы определяют самостоятельно. Ага. Для нас это прежде всего участие и результаты участия в олимпиадах, конкурсах, которые проводились в нашем университете. Мы в этом году провели уже достаточно большое количество конкурсов для привлечения абитуриентов. Это и сельскохозяйственная олимпиада, и конкурс талантов «Новое поколение» мы провели, и Громкое название. мы приняли участие в всероссийском конкурсе «Агро-НТ». И вот все мероприятия, в которых приняли участие абитуриенты, за это будут назначены дополнительные баллы. Участникам до 5 баллов и победителю или призер до 10 баллов. 10 баллов, как я понимаю, это максимум. 10 баллов – это максимум, который можно получить в совокупности за все индивидуальные достижения. Здорово. Кстати, вот хотел все-таки вернуться к значкам ГТО, потому что сказали, серебряный, ну, серебряный не считается, что ли? Нет, подожди, просто тебе же этот значок подарил декан за то, что ты... Нет, попрошу. Нет? Декан мне подарил другой значок. А этот А. значок я заработал сам. Я старался, я учился еще Я в просто школе. напомню нашим слушателям, у нас модератор, это студент 4 курса. Сейчас я Да, удобно сяду. да. Красиво. Да. Продолжайте. Наверное. Вчера у него была защита. Вчера он защитил диплом на отлично. И, Спасибо. Молодец, Да, поздравляю. Спасибо да, большое. дипломированный. Сразу после защиты в эфир вышел. Да. ну, Его Как я могу поздравляли. пропустить И такое мы его мероприятие? поздравляли. Спасибо да, Поэтому большое. я думаю, может, значок тебе подарили, там, с учетом того, что ты... Наиль Муртазович, пожалуйста, я так старался ради этого значка. Ладно, давайте снова вернемся к чату, потому что тут тоже есть такие еще интересные вопросы. Например, такой вопрос от Дениса Киреева. Сколько нужно фотографий при подаче документов? Если... Серьезный вопрос. Да, вдруг он Очень- модель, очень будет нравится важно, да. фотографироваться. Сейчас самое актуальное, что должно интересовать его, это, конечно, Да. фотографии Сколько? нужны. А вот попрошу, это, кстати, очень важный вопрос. Конечно, безусловно. Фотографии, так. Ну, фотографии нужны только в том случае, если абитуриент будет проходить вступительные испытания в университете. Для того, чтобы оформить пропуск, экзаменационный билет, нам нужна будет одна фотография размером 3×4. В полный рост для этого не обязательно. 3×4 вполне достаточно. Традиционная цветная фотография. А для подачи документов фотографии у нас в перечень не входит. Все, Нет, потом, когда учиться на счет, конечно, нужно будет фотографии. На зачетную книжку, на студенческий билет,
наличные Да, дела после там. того, как зачислены, да, мы там. перечень весь озвучиваем, нужны и фотографии, нужны и такие документы, как копии ИНН, СНИЛС. Если А уж фотографии дойдет до такие этого или дела- какие-то нужны красивые фотографии из Ну, это Инстаграма? как на зачетке, вот как вот у тебя на Нет. зачетке, какая Я в фотография? очках на зачетке стою. Вот да. Ну, видишь, там-то знаешь, что он в серьезно, там очках. у тебя серьезная фотография. В да. солнцезащитных очках. Попрошу уточнить. Тем не менее, как бы вы хотите сказать, что записывайтесь на фотосессию, потому что фотографий понадобится очень много. Так, вот такой еще вопрос задает Алексей Крылов. Подскажите, на какой факультет я могу поступить, если сдаю ЕГЭ, математику, русский и физику? Вот такой. Математика, физика, русский. Да? На какой факультет? Этот набор у нас традиционный для Нет, инженерных, это инженерных специальностей. твой факультет. Факультет природопользования. Факультет природопользования и строительства, ФПС «Сила». механический поддержит. факультет и энергетический Энергетический. факультет. Мгм. И отмечу, что у всех этих факультетов, для Алексея это ответ, у нас прошел день открытых дверей в формате онлайн, и записи выложены на YouTube-канале университета. Он может познакомиться поближе с этими факультетами, посмотреть Кстати, надо об записи. этом сказать. Да, что у кстати нас- говоря, друзья, не забывайте, по ссылке в трансляции, в описании к трансляции есть все указанные ссылки на наши соцсети, на которые вы обязательно можете подписаться, и следить за всеми новостями, которых складывается в этих замечательных соцсетях. Поэтому подписывайтесь, следите за всеми новостями, будьте в курсе последних событий, ну и к всему этому прилегающему тоже. Так, давайте дальше. Вот такой вопрос еще есть. Данила Плотников задает вопрос. Какие условия в ВУЗе созданы для семейных студентов? Вопрос. Семейные Что-то студенты у нас- тоже. У нас Интересно. вопрос интересный, конечно. С прицелом на будущее, по-видимому, Да. этот вопрос уже сразу. Знают, Семейные- куда поступать. Полный комплекс лежит. И Мгм. отучиться, и Не, И ну, это- дом построить. жениться, и... да. Как раньше говорил, сейчас можно говорить, что дом построить, сына вырастить, дерево посадить и поступить в аграрный. Может быть, мы так поступим, Эрнест? Вот чтобы вот чувствую, что вопросы уже пошли по факультетам, может, мы Мгм. посмотрим ролик наш по факультетам и все, а потом, если что, обсудим дальше. Да, да, конечно, можем посмотреть ролик. Ну и, конечно, также хотелось бы выразить огромную благодарность вам, Альбин Салимьян, за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо вам большое. Да, Спасибо, что спасибо большое, пригласили. Альбин Сальмян, за то, что нашли время. А сейчас, внимание на экран, посмотрим ролик про образование.
Ну что ж, вот такой замечательный ролик подготовлен про образование в нашем университете. А сейчас хотелось бы поприветствовать еще одного гостя, который подоспел к нам в студию, а именно это заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ляля Ефмировна Давлетбаева. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Ну и, конечно, хотелось бы также вам представить небольшое приветственное слово, тоже также рассказать немножечко. Спасибо большое. Ну, во-первых, я всех приветствую сегодня на нашем брифинге. И я сама закончила аграрный университет, училась здесь в аспирантуре, заканчивала экономический факультет. Родители у меня работали педагогами тоже в аграрном университете. Это на факультете ветеринарной медицины, сейчас он называется биотехнологии. В то время это было ветеринарные врачи зоотехники. Но я хочу сказать, то образование, которое я получила в аграрном университете, действительно, оно дает полноценную возможность работать специалистом. И вот тот задел, который именно был здесь, он мне по жизни очень сильно помогает. Поэтому я вот призываю, наверное, наших абитуриентов, особенно сельской местности, поступать в аграрный университет. Здесь действительно не просто специальность, здесь формируется командный дух, здесь формируется именно умение работать. Да, действительно, вот я смотрю, это вот действительно разносторонняя подготовка специалистов, и сегодня вот выпускники аграрного университета, и я говорю про наш курс, вот наш курс при поступлении это было 198 человек, все практически 99% сегодня работают успешно в отрасли, занимают ведущие должности, и вот еще раз хочу сказать спасибо большое именно тому образованию, которое я получила. Поэтому, ребята, я вот только за то, чтобы наш ведущий вуз, он оставался всегда ведущим, и он всегда процветал. Спасибо вам большое за теплые слова. И также хотим сказать вам огромное спасибо, потому что нашли время присоединиться к нам и пообщаться вместе с абитуриентами, которые в этом году обязательно поступят в наш университет. Ну что ж, давайте, друзья, потихонечку приступим. Снова разбирать вопросы из чата. Вот такой интересный вопрос. Подскажите, пожалуйста, предусмотрены ли в ВУЗе условия для обучения людей с ограниченными возможностями? Вопрос хороший. Можно я отвечу? Наиль Муртазович, пожалуйста. По поводу вот поступления таких лиц с ОВЗ и инвалидов. Вот. Конечно, в федеральном законодательстве это все определено и четко регламентируется нормативными актами. Поэтому с 2017 года у нас в нашем ВУЗе принята дорожная карта по улучшению доступной среды. Доступная среда это означает прежде всего для тех лиц, которые не могут передвигаться самостоятельно, колясочников и так далее. Была принята эта программа, соответственно, было определено сроки, и, соответственно, этой программы мы провели определенную большую работу по обеспечению доступной среды во всех корпусах нашего университета. То есть, если будут абитуриенты, которые все-таки, к сожалению, не могут, вот, есть определенные физические какие-то... понятно. Да, то они, конечно, могут приехать. То есть проблем с этим нет никаких? Проблем нет. Единственное, могу сказать, что, что касается введение образовательной программы, там надо в индивидуальном порядке смотреть. То есть, если есть по слуху, по зрению, там, нозология, как говорится, да, то здесь нужно определять. То есть, в зависимости от ситуации. Вот. И для каждого человека подбирается адаптированная образовательная программа. Они тоже разработаны и зависимо от того, кто будет поступать. Спасибо большое, Наиль Муртазович. Вот такой очень интересный вопрос. Можно ли в начале обучения перейти на другой факультет? Ну вот вдруг человек передумал, вот хочу на ФПС, нет, хочу на другой факультет. Как быть? Нет, ну вопрос хороший, конечно. Вот рассеянный человек очень. Нет, ну, почему рассеянный? Это по молодости всякое может быть. Ну да. Конечно, с одной стороны, могут родители сказать, вот ты идешь или сюда, а может человек по жизни хотел, там, мечтал на другой Главное, факультет. чтобы не перепутал вуз. Да, вот это правильно. Факультеты как бы на всех факультетах рады, вуз не перепутать. Здесь, да, Здесь разберем. Вообще, в принципе, перейти направление на направление, это проблем нет. Это он имеет право. То есть единственное условие, должен проучиться первый курс. И первый курс у них у всех то есть, учебный если план поступает, первый курс проходит, а потом уже конечно, можно... там А потом уже уходить не захочет. Появятся новые друзья, будут конкурсы совместные, интересные проекты и останется. Мне прям сейчас нотка ностальгии такая приятная, прям вспоминаю свой первый курс, но я, если декан мой смотрит, я не хотел на другой факультет, я свой факультет люблю. Так, давайте посмотрим дальше. Такие вопросы у нас еще есть. Можно ли после окончания аграрного университета претендовать на трудоустройство в вашем министерстве? Ирина Бронникова задает вопрос.
Спасибо за вопрос. Безусловно, можно. Значит, у нас в министерстве это называется государственная гражданская служба. Мгм. Она осуществляется у нас на конкурсной основе. То есть претендент подает документы в отдел кадров Министерства сельского хозяйства. Мы рассматриваем его. Победитель у нас принимается в кадровый резерв, откуда происходит, соответственно, назначение. То есть ограничения по поступлению на государственную службу как таковых нету. То есть это в рамках конкурсных процедур. На сайте министерства размещаются вакансии, когда объявляется конкурс на ту или иную занимаемую должность, либо на кадровый резерв, и, соответственно, уже документы сдаются к нам, и мы проводим уже конкурсные процедуры. На самом деле мне так нравится, что вот задают вопросы, на все вопросы не было такого ответа, типа нет, нельзя. Нет, Везде можно, нет, есть просто, варианты. кстати, вопрос интересный. Мгм. Сразу министерство хотят работать в эти. Да, Просто а как? сразу. У нас амбициозные Да, студенты да. обучаются. Только школа Кстати закончилась. говоря, я вот заканчиваю университет. Да, Может, мне тоже будет это интересно. Так, вы хотите что-то добавить, наверное, Тарас Ильич? Нет, ну я же в министерстве не работаю, А. я не могу отвечать. Но хотели. Просто я говорю, все хотят министрами сразу стать. Так, вот такой еще вопрос. Вот, кстати говоря, про амбициозность. Лидия Паря задает вопрос. Может ли индивидуальный предприниматель заключать договор на целевое обучение? Индивидуальное предпринимание, целевое обучение, конечно, Да. да. Может. Я хотела сказать, что вот у нас реализуется комплексная программа «Комплексное развитие сельских территорий», и с этого года в данной программе предусмотрено возмещение затрат работодателям на подготовку специалистов. То есть, по сути, абитуриент сегодня может заключить договор на целевое обучение с предприятием, где он хочет работать. Соответственно, мы вот эти затраты по подготовке этого специалиста, соответственно, возмещаем этому работодателю. Мгм. В этом году это 30% затрат возмещается. Со следующего года из федерального бюджета через региональное министерство будет возмещаться до 90% затрат на подготовку специалистов ежегодно. То есть если вы 4 года учитесь, соответственно, 4 года мы вашему работодателю эти затраты будем возмещать. Интересно как. То есть, Да, получается, да. как бы на коммерцию даже поступает, да? Да. Так ведь? На Да, коммерцию поступает, да. деньги возвращает. Так что вы получается. можете рассмотреть еще один вариант обучения на другом факультете. Эрнест, Я мы тебя задумаюсь об этом, я ориентируем. задумаюсь. А вообще, вот, кстати, Эрнест, вот я дополню вопрос по целевому. Мгм. Есть целевая квота. То есть в рамках контрольных приема, то есть определенное количество бюджетных мест, есть целевая квота. Так ведь? Эта целевая квота мы в обязательном порядке должны заполнять. Мы в любом случае вот через Министерство сельского хозяйства работаем с нашим муниципалитетом для того, чтобы оттуда к нам пришли потенциальные наши будущие работники, скажем так, да. Мгм. Этот абитуриент поступает к нам, учится, и он же проходит в этом предприятии практику, и потом туда трудоустраивается. Это, как там у нас один из деканов выразился, это вообще, в принципе, они счастливчики, как так это, да, сказал? Я уж не буду говорить. Счастливчики. Да, целевики это счастливчики, он говорит, потому что это человек, который по целевому прошел, у него соответствует целевой, он просто поступает на целевое место. И у него уже есть место работы. Да, не у него нужно уже есть искать. место работы, поэтому в этом плане вопрос так, ответим. наверное. Мгм. Да, я здесь добавлю, наверное, что сейчас по особенностям порядка приема установили даты, до которых можно подавать эти документы. И здесь это конец августа. 20 августа подают согласие данной категории, поэтому есть практически 2 месяца, если это заинтересовало предложение, чтобы воспользоваться, заключить данные договоры на целевое обучение. Сколько возможностей, я так понимаю, для абитуриентов, которые будут поступать в этом году, это просто, не знаю, что хочешь, и целевое тебе, и не целевое, и целевое, и не целевое. Ладно, продолжим, да, разбирать вопросы. Какие предприятия вы посоветуете для заключения целевого договора абитуриентам? Снова про целевое. Ну, смотрите, у нас предприятий очень много, если говорить вообще в целом по республике, у нас порядка, наверное, я скажу, 7 тысяч сельхозтоваропроизводителей. Это крупный бизнес, это крестьянские фермерские хозяйства, это предприятия переработки. Соответственно, в каждом районе у нас, так скажем, есть флагманы, но если совсем уж крупно говорить, это прежде всего те предприятия, которые сегодня формируют основной объем производства продукции в сельском хозяйстве, дают, соответственно, основной вал поступлений в налоговый бюджет. Это наши инвестиционные проекты: Бельбеевский молочный завод, Мелеузовский молочно-консервный комбинат, это Северная Нива, Башкирия, это МТС Центральная, это Чекмагушевский район, СПК Сколько Пазы, много. Герой. То есть, ну, я могу их называть Прямо список бесконечно, да. У каждого предприятия есть свои плюсы. Каждое предприятие для молодых сегодня специалистов готовит какие-то свои плюшки. Это и социальное жилье, это и жилье, это и заработные платы, это и возмещение расходов, это и даже первоначальные взносы в ипотечные кредиты. То есть
как бы сегодня бизнес, аграрный бизнес, он открыт к приему молодых специалистов, поэтому я думаю, что можно выбирать смело любое предприятие в своем муниципальном районе, и здесь мы готовы оказать поддержку, то есть у нас есть по каждому предприятию потребность в специалистах, в каких направлениях, тоже к нам можно будет обращаться в отдел кадров Министерства СХС, мы эту статистику ведем, ну и, соответственно, можем подсказать тоже по предприятиям, определить, скоординировать. То есть предприятий их прямо вот целый список. Нет, То ну, есть в куда свою хочешь, очередь у по нас своему есть, желанию. вот, с Минсельхозом мы отрабатываем ежегодно, актуализируем список базовых предприятий. У нас их всего 600, но основных таких, ну, крупных, скажем так, 140 предприятий. Вот с этими 140 предприятиями как раз у нас заключены долгосрочные договора, куда наши ребята и на практику ездят, там, с трудоустройством и так далее. То есть, вот этот вопрос таким образом. Так? В общем, с трудоустройством проблем нет. Если хочет работать человек, он всегда... Мы найдем, где работать. Да, дойдем. Главное, чтобы определиться с его делом. Так, давайте вот такой вопрос еще разберем. Кстати говоря, вот вопросы нам еще поступали на почту, которые тоже хотелось бы разобрать. И вот такой замечательный вопрос. Как правильно подать заявление о согласии на зачисление и нужно ли оно, Светлана Сергеевна? Заявление о согласии на зачисление – это обязательный документ, без которого просто не попасть в приказ. Ох ты. И в этом году опять отмечу, что много преференций. Раньше нужно было прийти лично в ВУЗ, сдать оригинал аттестата или диплома, подать это заявление о согласии на зачисление. В этом году можно также все это сделать онлайн. Заполнить специальный бланк, сделать специальную отметку, и тоже будет это считаться согласием на зачисление. Но оно нужно обязательно. А где это согласие найти? Ну, как бы сам документ-то какой? Вся основная документация, когда абитуриент подаст онлайн-документы в личном кабинете, все будет вся работа только через личный кабинет. И на почту, которую укажет абитуриент в этом личном кабинете, мы все это будем предоставлять. Можно так сказать. Удобно, комфортно и с легкостью. И нужно пользоваться. Да, вот такой еще вопрос, который послали нам на почту. Будут ли и как будут проходить творческие дополнительные экзамены? Творческие. Ну, здесь следует отметить, что в нашем вузе такой категории, как творческие дополнительных вступительных экзаменов нет. Здесь мы говорим только о тех экзаменах, которые проводятся внутри университета. Это для той категории граждан, которые имеют право сдавать не ЕГЭ, а экзамены в вузе. Это выпускники колледжей, профессиональных учебных заведений, ну и ряд абитуриентов, которые освобождены от ЕГЭ или не сдают ЕГЭ. Вот эти экзамены у нас будут проходить либо в здании университета, либо в дистанционной форме по заявлению самих абитуриентов. При подаче заявления они должны отметить, как они будут сдавать этот экзамен, и, соответственно, потом мы их пригласим на экзамен. Да, по мере набора групп. А по поводу творческих, здесь... Это касается творческих интересов. Нет, я понимаю, что именно тебе интересно, потому что ты человек уже творческий, но... Возможности эти узнать. Да, это Институт искусств. Там творческие направления, потому что дистанционно творческий экзамен сдать тяжело, поэтому понятно, да. спрашивают, как это. Ну, есть, например, такой, ландшафтная архитектура, где-то в вузах есть творческий экзамен дополнительно. У нас это только основной ЕГЭ. Да, это какой-то рисунок должен быть, танец, что-то показать, сделать. У нас этого нет, у нас только ЕГЭ. Танец на ландшафтной архитектуре. Не танец. Не, просто так интересно будет. Хочу поступить. Ну, станцуй. Так, вот такой вопрос, кстати говоря, про министерство снова. Про амбициозность наших студентов, которым прям очень хочется, наверное, работать в министерстве, не знаю. Кристина Лазарев задает такой вопрос. Есть ли стипендии министерства в ВУЗе? Может, как-то это с вами надо договариваться? Ну вот вы говорили, что мы всегда говорим «да», но в этом случае я скажу, к сожалению, нету, потому что мы надо понимать, что мы государственный орган, и, соответственно, нам определены полномочия по реализации тех направлений, которые как бы определены государством в рамках государственной программы. Это прежде всего поддержка развития агробизнеса, это поддержка и развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей. То есть мы работаем на это. Что касается стипендий, у нас есть опыт работы как бы с колледжами, с классами, с учебными агроклассами, где предприятие, соответственно, идет спонсором, организатором мероприятий. И вот здесь есть стипендия от какого-то крупного, от группы компании «Таврос», от группы компании «Август». Я знаю, что в аграрном университете есть такие стипендии, именные компании. То есть такой вариант тоже возможно рассмотреть. Здесь вот я просто дополню для Респирана. У нас компания научно-производственная фирма, по-моему, называется Башенком, да? Да, Башенком, да. Кузнецов Вячеслав Иванович. Вот, они работают с нашим факультетом агротехнологии лесного хозяйства, и есть студенты, которые уже на втором курсе начали получать стипендию именно дополнительно от этого предприятия. А каким образом? Они в свое время проходили практику там. Эти ребята приглянулись к Кузнецову, да, и он решил их
после окончания уже, как говорится, как студент говорит, прибрать к рукам, да, прибрать Мгм. к себе. Да, да. Ну, трудоустроить, по сути дела. Ну, Так, интересно, кстати поэт- говоря, что со второго курса уже студенты да, имеют они получают возможность. стипендию. То есть они, с одной стороны, и обязаны будут, с другой Но это стороны... не в учет академической стипендии. То Нет, есть, не Нет, учет. это Академически это дополнительно. то от есть это студента еще самого зависит. да. сверху, да, Мгм. это еще получается. Да. А насчет стипендии есть для студентов просто скажу, то есть для абитуриентов скажу, что есть стипендии не только именные внутри Мгм. университета, но есть стипендии именные именно президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, главы Республики Башкортостан и правительства Республики Башкортостан. Они там суммы, соответственно, разные. Но если опять-таки от учебных достижений, научных учебных достижений, если студент себя проявил учебный, научный и там еще какой-либо деятельности, естественно, назначается эта стипендия. Наиль Муртазович, а вот раньше, вот несколько лет назад, такие возможности были у абитуриентов? Но если раньше говорить как относительно, Ну, скажем, лет 10-20 назад. ну, когда Ну, мы учились... получали. мы Была- когда- была такая ну, стипендия. Была такая, но я не получал, я не знаю. Да, были такие Был, да? стипендии, точно Именные так же стипендии, получали. да, да. А президента можно я Республики добавлю про Башкортостан. стипендии? Светлана Сергеевна. В Конечно. этом году для абитуриентов. Это же все для студентов интересуется. Для абитуриентов какие Мгм. преференции? Если абитуриенты поступают с повышенными баллами ЕГЭ, мы предлагаем повышенные стипендии в течение первого семестра обучения. Если все, кто поступает на первом семестре, получают обычную академическую стипендию, то здесь высокобальники у нас будут получать дополнительные стипендии. И мы озвучим эту информацию регулярно на каждом дне открытых дверей. И информация на сайте, там написано, что до 20 тысяч можно будет получать стипендию. У нас некоторые До зарплаты так не 20 получают. тысяч. кстати. Обалдеть можно, до 20 тысяч. Это на самом деле очень Когда ты радует. закончил, оставайся. на Ну работе. вот я говорю, еще есть Да. возможность. Есть другое, возможность. Курса специально главное со своей. начинай. Мне кажется, что благодаря этому прямому эфиру все может измениться в моей жизни. На самом деле очень радует, что в наше время студенты имеют возможность обучаться в нашем университете, которые поступают в наш университет. У них есть возможность не только получить знания необходимые, но также они еще могут зарабатывать, будучи обучаясь еще только в нашем университете. Хорошо, продолжаем разбирать вопросы от абитуриентов. Вот такой вопрос. Какие направления в сельском хозяйстве сегодня лидируют? Задает вопрос Герман Майтов. Ну, я, наверное, отмечу, что у нас все-таки агропромышленный комплекс, агробизнес достаточно многоликий, но прежде всего, если исходить, опять же, из тех же лидирующих позиций, которые мы сегодня занимаем в Российской Федерации, это, безусловно, мясное молочное скотоводство, это сегодня развитие агробиотехнологий и безусловно, у нас мы вот как раз с Наилем Муртазовичем об этом много как бы ведем и совместные проекты с факультетом агротехнологий, то есть это IT-технология в агрономии. Мгм. И сегодня я вот хочу отметить, что достаточно успешно аграрный университет в том числе взаимодействует с нашими сельхозтоваропроизводителями, с крупным бизнесом по оказанию услуг именно по зондированию почв, по оцифровке почв, по составлению почвенных карт и, соответственно, разработке рекомендаций. Также по заявке сегодня аграриев, аграрный университет сегодня создает новые сорта, новые культуры. Очень плотно идет развитие биотехнологий, цифровых технологий в области ветеринарии, животноводства, то есть техническая, технологическая модернизация отрасли. То есть это вот все направления, где мы сегодня действительно движемся вперед. Здорово. И, кстати, вот подкрепляют этот вопрос. А какие совместные проекты реализуются с нашим университетом? Ну, частично я вот обозначила, это, безусловно, это генетика в области растениеводства, в области животноводства, это создание новых видов биотоплива, это создание аналогов зарубежных, наверное, как я скажу, немножко неправильно, может, цифровых платформ и программных продуктов. То есть мы сегодня, наша сельхозтехника сегодня работает в том числе на оборудовании аграрного университета, подруливающее устройство. Это у нас совместная работа, кстати, с подрастающим поколением. Это агроклассы, ученические производственные бригады, когда уже дети, в начальной школе, начинают осваивать азы сельскохозяйственной профессии. В этом большую роль играет как раз аграрный университет. Да. Совместно вот в прошлом году проводили олимпиады. Сейчас уже вот намечено по ученическим бригадам уже вот в этом году мы уже хотели масштабно этим заняться, но опять-таки у нас вот эта пандемия немножко нас сбила. Вообще мы проводим олимпиады. Планы большие, да, планы вообще. большие. То есть это и работа с Грандиозно. подрастающим поколением, да, и, безусловно, вот обрабатывая всех научных разработок, в том числе и разработок аспирантов, студентов именно на полях сегодня Республики Башкортостан. И самое главное, что дальнейшая их практическая реализация уже идет и масштабирование. Мгм. Лялия Эльфмировна, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы сегодня нашли время присоединиться к нам в студии, ответить на вопросы всех абитуриентов, которые будут поступать в наш университет. Ну а сейчас, дорогие зрители, хотелось бы вашему вниманию показать ролик про спортивную часть нашего университета. Давайте скорее посмотрим. Создание условий и приобщение обучающихся и сотрудников к занятию физической культурой и спортом
является важным направлением деятельности Башкирского государственного аграрного университета. Для того, чтобы студенты имели возможность реализовать себя, спортивная работа в университете организуется по 32 видам спорта. В этих секциях занимаются более 800 студентов. Со студентами проводят тренировки чемпион мира и летних Олимпийских игр в Барселоне по плаванию Таянович Вениамин Игоревич, заслуженный тренер РСФСР по дзюдо Пегов Валентин Алексеевич, заслуженный тренер РФ по борьбе на поясах Зиикаев Рустам Ильгамович, мастер спорта международного класса по гиревому спорту Кадиров Назгат Назирович, мастера спорта по волейболу Каримов Радик Римович и Бутакова Галина Юрьевна, мастера спорта по баскетболу Угрюмов Евгений Юрьевич и Петрова Лариса Владимировна, кандидаты в мастера спорта по плаванию и мастера спорта по морскому многоборью Валиулин Вадим Вильевич и Валиулина Ольга Владимировна и многие другие. Ежегодно в университете проводится большая работа по укреплению материально-технической базы. В распоряжении студентов имеются стадион с беговой дорожкой, футбольным полем, 2 площадками для волейбола, мини-футбольной и стритбольной площадкой, силовым городком и прыжковой ямой, 3 игровых зала, 2 зала борьбы, зал бокса, плавательный бассейн, 2 восстановительных центра, шахматный клуб, 2 лыжные базы и 2 тренажерных зала. В мае 2010 года был введен в эксплуатацию спортивный комплекс общей площадью 1450 квадратных метров. В 2015-м введен в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном мирового уровня на 9 дорожек, современными спортивным и тренажерным залами. Студенческий спорт является важным звеном воспитательной работы в университете. Студенты могут проявить себя в спортивных соревнованиях различных уровней, от спартакиады факультетов до республиканских и всероссийских и международных турниров. Сборная университета по волейболу является 5-кратным чемпионом всероссийских студенческих игр, бронзовым призером чемпионата Европы среди вузов, проходивший в городе Кордоба, Испания. Баскетбольные команды являются участниками чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России. Команда по мини-футболу является участником первенства России среди команд первой лиги. На базе аграрного университета проводится более 100 спортивных мероприятий, чемпионаты России по баскетболу, волейболу, мини-футболу, а также различным единоборствам. Университет является основной спортивной базой баскетбольной команды Суперлиги «Уфимец». Министерство сельского хозяйства России ежегодно проводит универсиады вузов среди 54 аграрных вузов, на которых в общекомандном зачете наш университет занимает лидирующие позиции. Ну и, конечно, спортивную славу университету приносят его выпускники, знаменитые спортсмены и заслуженные тренеры, среди которых 3 заслуженных мастера спорта, 12 мастеров спорта международного класса, 120 мастеров спорта. ВУЗ гордится своими выпускниками. Абитуриент, приходи к нам, потому что Башкирский аграрный университет – это вуз здорового образа жизни, вуз, в котором каждый студент имеет возможность реализовать свой спортивный потенциал. Ну что ж, вот такой крутой, по-настоящему спортивный ролик про очень важную часть нашего университета, про спорт. Сразу такая гордость у меня за наш университет, когда понимаешь, что в этом университете обучаются самые настоящие чемпионы, как олимпийские, как чемпионы России и так далее. Но это здорово, когда есть такие замечательные условия для студентов, которые могут заниматься спортом. Ну, а также хотелось бы сейчас сказать, что у нас в студии присоединился еще один приглашенный гость, а именно это заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан Венер Фанирович Вахитов. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы тоже вместе с вами разобрать несколько вопросов, которые будут задавать нам абитуриенты в чат трансляции. Ну и вот пока абитуриенты готовят свои вопросы, хотелось бы также разобрать вопросы, которые прислали нам на почту из самый популярный, который сейчас будем разбирать. Вот такой вопрос есть. Сохранятся ли льготы и достижения? Как их подтвердить? Вот такой вопрос есть. Льготы и достижения? Да, льготы и достижения. Это, видимо, по поводу, наверное, тех льгот, которые
Э, При приеме индивидуальных достижений, наверное, нет? Наверное. Льготы и достижения. Ну, Достижения здесь льготы, может быть, имеется в виду отдельная категория или поступающих, особые квоты, да. которые по в особой рамках квоте. квоты поступает. Конечно же, все это сохраняется, подтверждается соответствующими документами, и в нулевую, так называемую нулевую волну мы зачисляем эту категорию граждан. Что касается достижений, безусловно, все портфолио, как я уже говорила, нужно собирать, предоставлять приемной комиссии. Если это онлайн-прием, прикреплять в рабочих кабинетах. Приемная комиссия рассматривает и выносит решение. За Мгм. индивидуальные достижения университет может добавить максимально до 10 баллов. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вот уже вопросы появились в чате. Вот такой вопрос. Какие должности сейчас вы можете предложить в качестве вакантных и востребованных? Венер Фанирович, наверное, вопрос для вас. Ну, довольно-таки много должностей в лесном хозяйстве существует. Во-первых, нужно сказать, что начиная от министра до рабочих профессий, это как тракторист, лесоруб. Ну, поскольку здесь у нас контингент больше абитуриентов вуза, как бы мы рассматриваем именно те должности, которые мы предлагаем после вуза. Это инженеры лесного хозяйства, это участковые лесничие, это инспекторы по охране леса, ну и те должности, которые существуют на государственной гражданской службе. Это ведущий специалист, главный специалист, на который можно поступить без опыта работы, но при наличии Вот, кстати говоря, очень высшего важный вопрос по образования. поводу опыта работы, потому что сейчас все студенты, которые заканчивают университет, у них опыта как такового нет, наверное, не считая практики, преддипломной практики. Вот как есть, то есть должности есть и возможности тоже. Мы вообще на сегодняшний день, хочу сказать, что вот именно на эти должности стараемся больше брать молодых, потому что на сегодняшний день любая отрасль, наверное, она связана с технологиями, и молодежь, она больше Предположена. Да, приспособлена, так скажем, больше разбирается в этом. Соответственно, и молодежь, что еще интересно, у нас модель управления, так скажем, она довольно-таки изменилась, так скажем, с советских времен. И то поколение, которое работало раньше, оно, соответственно, немного, так скажем, иначе смотрят на работу. А молодые все-таки, они приходят уже со свежими знаниями, с новыми знаниями, и, соответственно, им легче вот это все приспособить и осуществлять в Вот, своей кстати, практике. подкрепляя вот ваш ответ и подкрепляя вопрос, какие меры поддержки молодым специалистам обеспечиваются? Сразу скажу, что у нас ни «Газпром», ни «Роснефть» как таковых У прямо... нас круче? Да, естественно, у нас круче. Я даже больше скажу, что работа лесовода, она работа по призванию. То есть даже есть люди, которые в свое время уходили с лесного хозяйства, уходили в такие сферы, как «Газпром», «Роснефть», но обратно возвращались, потому что не могут работать в той системе, а именно они Нравится ваша система. не видят себя без леса, так скажем. Поэтому, что касается льгот, так скажем, во-первых, мы добились на сегодняшний день, так скажем, предоставления преимущественного права получения древесины для молодых специалистов, которые приходят в лесную отрасль. Даже так. Да, у нас работа, она в основном связана с работой на селе, местности, и чтобы, так скажем, завлечь, как-то поддержать этих специалистов, мы именно в наше законодательство региональное внесли такие изменения, и чтобы они, если приходят к нам работать, они имели право получить лес, построить дом и дальше там устроить свою жизнь, семью и дальше там работать, так скажем. Это вот первое, то, что мы проработали в прошлом году, в закон мы о регулярных отношениях внесли изменения. Но также действует льгота по предоставлению безвозмездного пользования земельного участка для молодых специалистов, но единственное условие, они должны быть отнесены к категории нуждающихся. Это есть порядок по жилищному законодательству. И также одна из мер поддержки для наших работников, но она касается государственных гражданских служащих, но на сегодняшний день она довольно-таки уже больше 7 лет эффективно, мы ее используем, это предоставление субсидий на приобретение жилья. У нас практически где-то ежегодно 2-3 человека получают такие субсидии. В принципе, это неплохо. Это хороший, наверное, показатель такой. Вот, кстати говоря, вопрос по поводу обучения. Тоже давайте разберем вопросы, которые поставлены на почту. Каковы сроки зачисления на платное отделение, а также на заочную форму обучения? На платное? Да. Вот с учетом, мы говорили сегодня в начале нашего брифинга,
Во-первых, буквально вот на днях утвердили особенности приема в вузы, где четко были определены сроки ЕГЭ, и исходя из этого было определено и сроки зачисления на платной основе. Мгм. Есть же бесплатная основа Ну да. зачисления. То есть осталась та же система. То есть это первое зачисление льготников, сначала списки, льготники идут, потом, то есть льготники целевики, потом это 22, по-моему, да, 22 июля. Приказ у нас 22 августа. Да, августа. 24 августа это у нас первая волна 80%, и 26 августа последний 20% зачислений. А вот что касается коммерции, в наш вуз это 28 августа. 28 августа. 28 августа. То есть на платной основе. Мгм. Вот поэтому тут То есть можно Да. ждать результатов конкурса на бюджетные места. Если вдруг не прошли, можно зачисляться на коммерческую форму обучения. При этом можно воспользоваться этими льготами, которые мы Да. сейчас обозначили. и при этом есть еще вторая волна приема на заочную. Если об заочке же, да, вопрос был? Да, ну, то есть и И про заочка, платно, да, и и заочку. платно, и заочка, Да, если вдруг не если поступит. вторая волна, это вот как раз осенью с 1 октября мы начинаем вторую волну зачисления, когда можно будет С проводить. 1 октября. С 1 октября, Мгм. прошу прощения, правильно, 1 октября. Нет, я уточнил. Да. Я Да, не могу ну, быть точным. заочный прием у нас идет практически круглогодично. Начинаем мы в апреле. Ага. И то до есть ноября постоянно. мы принимаем, поэтому здесь бюджет на заочной форме мы зачисляем параллельно с очной будем Летом. зачислять. Мгм. Летом. А вот на коммерческое есть возможность до осени поступать. Вот, кстати говоря, вопрос актуальный как и для меня, так и вот для абитуриентов, которые будут поступать в наш университет. Вот по поводу трудоустройства снова вопрос. Яна Макаров задает. Все-таки кому отдаете предпочтение при трудоустройстве, бакалаврам или магистрам? Ну, смотрите, вот у нас такого нету предпочтения, что бакалавр либо магистр. Да? Но Мгм. единственное, это учитывается, конечно, вот я же говорил, есть также специальности на государственной гражданской службе. Там отбор проходит в соответствии с федеральным законом о государственной гражданской службе, это на конкурсной основе. Ну и, естественно, эта комиссия, она создается из, так скажем, не только из работников лесного хозяйства, Мгм. из других органов, в том числе администрации главы республики. Они, конечно же, будут отдавать предпочтение, так скажем, ну, так первое так предпочтение тем, у кого более высшая квалификация по образованию. Но при этом все равно хочу сказать, что именно на собеседовании, именно по результатам теста мы все равно оцениваем, и у кого все-таки больше опыта, так скажем, и больше знаний, кто больше, так скажем, себя лучше проявил, Мгм. Больше желания да, проявляет. те и проходят. Ну, как и везде. Просто, Да. то есть, Ну да. то есть, где надо себя показать. Вот некоторые выпускники, кстати, Эрнест, некоторые Мгм. выпускники, имею Да, в виду. да, я понял. Да, хотят вот после окончания вуза сразу там, как говорится, начальниками хотят стать. Ну, это нереально просто. Нужно себя показать, может быть, какой-то простой должности начинать, набраться опыта, Ну да. понимать систему. Вот после этого как-то, может быть, вырасти в каком-то карьерном плане. А вот, кстати, по поводу поддержки, то, что Венер Фанир сказал, почему вот республика именно делает уклон на поддержку в социальном плане, Мгм. потому что есть определенный, ну, понятно, отток молодежи из села, и когда мы говорим о трудоустройстве именно в сельской местности, в том числе в сфере лесного хозяйства, да, в первую очередь это, конечно, жилье. Жилье, когда молодой человек приехал на себе на село, и, конечно же, это должна быть определенная поддержка. Вот. И вот мы не успели поговорить, конечно, с Леонидом Рахмировым там по поводу трудоустройства, тоже дополним, потому что есть, например, со стороны Министерства сельского хозяйства, есть государственная поддержка. То есть выпускник, который закончил профильные наши направления, агрономия, зоотехния, лесное дело, агроинженерия там, и так далее, да, они при трудоустройстве на профильные предприятия АПК получают государственную поддержку в размере 500 тысяч рублей. Сколько? Ну, 500 000. Ничего себе. Пол-лимона, какие цифры. как А сколько молодежь в говорит. долларах, Леонид Мартасович? Нет, я в долларах не знаю, ты сам посчитаешь. Ну, примерно. Да. Вот, поэтому здесь, если человек хочет, в принципе, нормально можно спокойно Мгм. трудоустроиться и получить хорошие деньги, первоначально как бы получить рост. То есть поэтому бакалавр, магистр там, Вот, кстати говоря, если вот снова придем к теме бакалавр или магистр, то есть Мгм. вот пришел он на работу, допустим, в сфере лесного хозяйства, тем не менее, какие, наверное, есть перспективы развития, перспективы развития у лесного хозяйства? Кстати говоря, такой же вопрос и есть в чате. Ну, смотрите, про перспективы, они в любой нормальной сфере, они везде есть. Не исключение наше лесное хозяйство. У нас нет такого, что пришел и долго
работник сидит и никакого движения нету. У нас много работников в министерстве. Ну, мы в основном, у нас работники, вот молодежь, которая пришла, они все пришли, так скажем, с земли. Мгм. То есть молодые пошли поработали мастером леса. Ну, кто-то даже и с топором поработал мастером леса, кто-то участковым лесничим, кто-то инженером. Но именно работая на земле, мы их увидели, и мы их, так скажем, вытащили. Мгм. И поэтому перспектива именно для тех специалистов, которые хорошо себя проявляют, разумеется, есть. Я вот еще хотел добавить по поводу, вот Наиль Муртазович начал говорить, то, что я про поддержку говорил для молодых, это я говорил о тех мер поддержки, которые предусмотрены законом. Но никто не отменял как бы ту поддержку, которую оказывает сам работодатель на месте, то есть наш лесничий либо директор лесхоза. У нас есть конторы, где в свое время были они так обустроены, что есть возможность там проживания определенного, то есть на какой-то определенный период. Это тоже. Кроме того, лесничие, они все равно работают во взаимодействии с муниципалитетами тесном, у них тоже есть связи, они как-то вот таким образом на какой-то период определенный С населением работают. обеспечивают жильем там в общежитии, либо какой-то там, какой-то дом могут предоставить. Какой-то? Ну, Это целый дом Нет, прямо? имеется в виду не в собственность, а для проживания временно. А, Именно- я уже служебное я уже жилье. губу раскатал, просто думал, дом предоставит. Поэтому, то есть, такое, скажем, во-первых, поддержка со стороны работодателя, и, и наставничество, конечно, никто не отменял, оно есть, это Мгм. мера поддержки. Ну и вот то, что про 500 тысяч говорится, да, в сельском хозяйстве оно есть, и мы сейчас тоже активно над этим работаем. Ну, я думаю, у нас получится. Мы тоже хотим вот таким способом, так скажем, денежным, тоже поддержать наших молодых специалистов, которые приходят в нашу лесную отрасль именно на землю, на село. Мгм. Спасибо большое. Вы хотите что добавить? Нет, я просто хочу сказать, что те люди, которые тут устраиваются в Мгм. сфере лесного хозяйства, дополнят меня, Владимир Ильич, действительно, не понаслышке знаю просто, А. не понаслышке знаю. 500 Во-первых, все-таки где-то заврали, да? Да нет, не в этом плане. Я в том плане, что тот человек, который туда устраивается, все равно на селе возможностей намного больше. Ну да. Намного больше. И тем более у нас 40%, по-моему, да, это... Да, 40% территории это у нас территория- лесной фонд. Лесной фонд, да. То есть, Но это очень хорошая цифра. да. То есть Даже не у хочется нас сглазить, лесная учитывая. республика. Замечательный заповедник есть. Очень, возможностей много. Не обязательно только вот именно вот лесом и так далее. Ну да. Есть там очень масса возможностей. Можно Поэтому... я вернусь к началу вопроса? Пожалуйста, Да, Светлана конечно. Сергеевна. Светлана Про бакалавриат и магистратуру спрашивали. Все-таки Вот применительно как раз тут вопрос по поводу бакалавриата, приемной магистратуры. комиссии, да, это мы с этого начали, я хотела уточнить. Вот что касается бакалавриата, вот ты сейчас, Эрнест, закончил бакалавра. У Так. тебя есть возможность выбора для Есть. поступления в магистратуру. Мгм. Кроме тебя, наверное, тоже кто-то будет смотреть такие же, как ты, эфир. Скажу, что пока есть возможность поступить на любую специальность, любое направление подготовки, не обязательно это должен быть продолжение профиля. Вне зависимости от того профиля, да, Да, который и закончил. что касаемо как раз вот если уже работающий специалист, он, например, закончил по одному направлению, землеустроитель, и решил, что еще хочет и экономистом стать, чтобы А повышение это только одно по направление я могу карьерной, выбрать? можешь Или только сразу на два можно пойти? на бюджете ты можешь выбрать только одно, а вот Ага. параллельно учиться на коммерции ты можешь, сколько ты потянешь. Ух И ты. в физическом плане, и в материальном плане, вот сколько выберешь, столько можешь и учиться. И здесь можно выбрать любое направление. Вступительные испытания у нас проходят также и внутри университета, и в дистанционной форме можно будет сдавать. И кроме этого, для работающих специалистов хотелось бы сказать, что у нас функционирует институт дополнительного профессионального образования, где можно получить и повысить квалификацию, и пройти переподготовку, и получить дополнительные рабочие профессии. То есть если работающий человек желает повышать квалификацию, то нужно обращаться в университет и просто- изыскать все Это возможности. ежегодно мы 20-30 Да. специалистов у нас именно, так скажем, Проходит переподготовку, переподготовку, повышение да, и квалификации. получают такое образование. То есть это вот я хотел тоже дополнить. Совместно с Минлесхозом, в том числе и с Минсельхозом, у нас вот эти программы, которые у нас там в Институте ДПО, то, что Светлана Сергеевна сказала, вместе совместно проводим работу по повышению квалификации тех работников, которые работают именно вот на селе и специалистов. А в определенном плане человек, то есть поступает на эту службу, работает, если ему не хватает каких-либо компетенций, он опять-таки в родном вузе повышает квалификацию, повышает.
А наши работники, которые у нас работают, они, естественно, взаимодействие работают именно с министерством, так, Евгений Фанилович? Вот, агротехнологии лесного хозяйства, факультет непосредственно, который в контакте непосредственно с Минлесхозом. Ну, это как Здорово, бы профильные. Я даже больше скажу, Наиль Муртазович, если позволите. Да, Вот, конечно. ну, мы не только вот работаем с аграрным университетом, вот непосредственно, ну, я так уж называю агролес, да, факультет уже это совсем укорочен, ну, по вопросу подготовки для нас кадров, но мы еще тесно очень взаимодействуем по, так скажем, научной части. У нас очень много лесохозяйственных, лесоводственных документов, которые именно разрабатываются специалистами именно аграрного университета. Причем это и в 2008 году было, и вот в 2018 году, когда документы лесного планирования менялись, очень активно участвовались. Поэтому я хочу, вот, пользуясь случаем, также поблагодарить Наиль Муртазович и ректора за вот эту работу. Очень грамотный профессорско-преподавательский состав и очень хорошее материальное оснащение, которое позволяет эти работы осуществлять. Спасибо, Евгений Фанилович. Есть Очень вот- приятно. Но совместно работаем вместе. Ну да. Да, Эрнест, вот, Бок о бок, как ну да, говорится, да. конечно. Есть вот такой еще вопрос, кстати говоря, по поводу трудоустройства. Есть ли работа для лесника в пределах Уфы или Уфимского района? То есть здесь поблизости. Уфимское лесничество где-то. есть, наверное? Да, вот смотрите, вот наша территория лесного фонда, она делится не на районы, а на лесничество. У нас 31 лесничество. Уфимское лесничество включает в себя 5 муниципальных районов. Это Уфимский район, это Благовещенский район, Кушнаренский район, Благоварский район, Чешминский район, ну и сама Уфа. Как правило, у нас в городе Уфе, ну, понятно, у нас там 3 квартала, это вот парк лесоводов, Лимонария, Рута и все. А остальное это все, так скажем, при Уфиме это Дема. И дальше уже идет Благовещенск, вот такая более-менее лесная зона Чешмы. Там еще есть Новотроицкое лесничество и Благоварское лесничество. Вот. В Уфе, конечно, тут с кадрами вопросов нету, как бы, и здесь специалисты там есть. Но у нас очень большая нехватка кадров именно вот в Благовещенской зоне, в Чешминской зоне. Пока на То есть сегодня. можно сказать, что Да. абитуриенты из Чешмов и Благовещенска Да, почти вы Уфа. нам Да, очень нужны. да. Да. Что тут, 100 километров, да? 50, Вот что по-моему. касается Уфы. Очень Недалеко. много. Мгм. Так, что касается Уфы. Что касается Уфы, Да, да. все, Мгм. понял. Вот есть еще такой вопрос от Алии Латыповой снова. Можно ли в анкете указать, Светлана Сергеевна, для вас вопрос, можно ли в анкете указать, что ты нуждаешься в общежитии, но потом по случаю ее отменить? Вот Это обязательный пункт при подаче заявления. Мы интересуемся, обязательно нужно ли общежитие или нет, и отказаться от общежития можно на любом этапе. Это не значит, Мгм. что когда абитуриент приедет, будет Все, зачислен 20 в рублей приказ, за один день, который ты когда будет упустила. зачислен, сразу мы его сразу в общежитие Да. поведем. Но отказываться от такой возможности не нужно. Мы предоставляем общежитие Всем, для абсолютно. всех нуждающихся в заявительном характере, для Независимо всех от нуждающихся. Да. бесплатно, платно учатся все равно И всем. вот наши слова подкрепляли до этого на онлайн-трансляциях Дней открытых дверей и деканы, то, что и студенты довольными условиями. И студенты говорили, что хорошие условия проживания, комфортные общежития. В общежитиях есть все условия и удобства в комнатах находятся. И самая вкусная цена. И цена, да, 20 рублей в день на каждом эфире. Я когда это слышу тоже эту цену, говорю. 20 рублей, господи, это И я не знаю. тренажерные залы в общежитиях, и библиотеки в общежитиях Фактически есть. даром просто. Фактически бесплатно можно жить в наших общежитиях. Так, ладно, есть вот такой еще вопрос, кстати говоря, по поводу общежития. Обязательно заселяться в общежитие своего факультета? Да нет, это зависит. Обязательно? Нет, вообще... Насильно будут заставлять Ты же жить? сам знаешь, что если человек живет со своим факультетом, да, со своими ребятами, со своим курсом, со своим, ну, и живет Полной в этом обществе, жизнью, полной да. жизнью этого общества, которое он каждый день видится за партами, на лекциях, на семинарских занятиях, конечно, ему будет проще учиться, во-первых. То есть он элементарно будет понимать и видеть, как, что, как и так далее, и знать о своих ребятах. И это, во-первых, общение. Ну, конечно, если очень прям сильно там какие-то вопросы Условия, есть, наверное, да. если понравится в другом общежитии или какой-то ближе, Ну, дальше. это как Да. прям как в Гарри Поттере, у них тоже там у всех свое общежитие. А так у нас, конечно, каждого есть привязанное общежитие, как и факультета. каждому факультету. То есть, потому что и деканату удобнее работать, и Мгм. факультету, и преподавателям это удобнее. Мгм. Так, ладно, вот такой еще вопрос. Подскажите, какая воспитательная работа ведется со студентами? Есть ли возможность заниматься творчеством? Алексей Крылов задает вопрос.
Конечно, есть. Спортом, ну, по поводу спорта я, Да, мы наверное, уже комментировать поговорили. не буду, потому что мы недавно посмотрели ролик, и те, кто не подключил, не посмотрел сейчас, поэтому Могут в записи да, потом запись посмотреть, да, посмотреть, да. обязательно. По спорту просто кратко скажу. У нас 33 вида спорта культивируется в нашем университете, и занимается в настоящий момент примерно 1000 студентов. Чуть более 1000 студентов. Из 3000 студентов они занимаются именно спортом. Спортивных объектов у нас 16, бассейн, 2 бассейна, 4 спортзала, секции я уже сказал какие, и Мгм. мы вот на видео видели А вот что непосредственно. касается все-таки творчества, творческой части. Творчество. Есть отдельный дворец молодежи, Прям который... люблю это, об Да, этом да, ну говорить. ты понятно. Не, пожалуйста, пожалуйста. Дворец молодежи, вместимость 1300 мест. Этот дворец находится вот буквально шаговой доступности через переход, достаточно безопасно. Кстати, насчет общежития тоже надо сказать, что у нас они в шаговой Общежитие, доступности. да, в шаговой От доступности. академического городка находится. Ну, Ренес, ты знаешь, да? Да. А что касается дворца, где у нас в настоящий момент 14 отделений Центра физического испытания, Мгм. где ребята могут развить свою творческую направленность и получить вторую рабочую, то есть не рабочую, а вторую профессию творческую, с дипломированной профессией, где, в принципе, студенты могут себя проявить. Мгм. Это очень весело, это обобщает и Но это студенческая жизнь. студенческая Есть жизнь, да. возможность заниматься в ансамблях со званиями народные. У нас многие Народные. ансамбли носят Кстати, такое звание. давайте мы просто, наверное, посмотрим, может быть, ролик и... Да, конечно, есть. Да, давайте посмотрим скорее видеоролик про Центр физического воспитания, который прямо сейчас появится на ваших экранах. Мгм. Башкирский государственный аграрный университет уделяет особое внимание творческому потенциалу обучающихся. Для этого в 1966 году приказом ректора был создан факультет общественных профессий. В 2008 году факультет общественных профессий был переименован в Центр эстетического воспитания, который находится во Дворце молодежи нашего университета. Это масштабная площадка для реализации творческого потенциала студентов в различных творческих направлениях. На базе Центра эстетического воспитания студент имеет возможность получать вторые общественные профессии в 14 творческих коллективах, 6 из которых имеет высокое звание «народный». Народный ансамбль народного танца «Шатлык», народный ансамбль бального танца «Агидель», народный вокальный ансамбль «Юность», народный ансамбль кураистов «Азамат», народный студенческий театр «Серебряная маска», народный духовой оркестр, башкирская вокальная студия «Шанкар», КВН, танцевальный коллектив «Панда Фам», ансамбль современного танца «Эос», конферанс, студия экзотического танца «Дива Ясмин», вокально-инструментальный ансамбль «Художественное войлоковаляние». Руководителями творческих коллективов Центра эстетического воспитания являются заслуженные деятели искусств Республики Башкортостан и Российской Федерации, многие из которых являются действующими артистами различных ансамблей и театров города Уфа. Творческие коллективы университета принимают активное участие в республиканских и университетских культурно-массовых мероприятиях, а также занимают призовые места во всероссийских конкурсах и фестивалях. На 7-м открытом фестивале студенческого творчества среди вузов Министерства сельского хозяйства России в 2019 году в Уфе собрал более 1200 участников из 32 аграрных вузов страны. Творческий коллектив Башкирского государственного аграрного университета получил гран-при. За особые успехи в культурно-творческой деятельности студенты поощряются повышенной академической стипендией и именными стипендиями ученого совета университета. Обучение в творческих коллективах Центра эстетического воспитания помогает не только обрести вторую общественную профессию, но и найти творческих единомышленников, друзей на всю жизнь. Девиз Центра эстетического воспитания «Расправляем талантом крылья». Ну что ж, вот такой ролик создан про Центр физического воспитания. Действительно, это круто, когда студенты, которые учатся в нашем университете, могут посвятить свою студенческую жизнь не только получению специальности, то есть освоить все навыки того или иного дела, на которое человек поступил, абитуриент,
он также может развить себя и с творческой стороны. И сейчас поговорим как раз о Центре физического воспитания. Это замечательное место, друзья. Я хочу именно вот поделиться своими впечатлениями за эти 4 года вместе с вами, с абитуриентами, которые будут поступать в наш университет. Друзья, самое, наверное, главное, что я вам хочу сказать, что спустя вот все обучение, самое главное, что будет очень приятно вспоминать те самые моменты, которые вы прожили вместе со своими друзьями на каких-то художественных фестивалях, фестивалях студенческой самодеятельности, да, на каких-то конкурсах и так далее. Поэтому, если вы сейчас занимаетесь КВНом, если вы любите играть на гитаре, если вы обожаете народные танцы или любите танцевать и много-много другое, то вам обязательно при поступлении в наш университет стоит еще обратиться в Центр физического воспитания, поскольку там работают и действительно крутые руководители, знающие свое дело, которые сделают из вас настоящего профессионала. Ну и, конечно же, преподаватели в университете обязательно будут вас поддерживать и, в свою очередь, давать знания по вашей специальности. Ну и хотелось бы также снова приступить к разбору вопросов из чата. Вот какие мероприятия, например, проводит ВУЗ в рамках профориентации? Задает вопрос такой. Это вопрос к нам, наверное. Да, наверное, к вам вопрос. Ну, если говорить о профориентации, которую мы проводили в течение этого года, он как бы делится на две части. Сам понимаешь, Ну да. до пандемии и после пандемии. До пандемии, конечно, у нас был принят соответствующий план. Я не знаю, как вопрос задает, наверное, тот человек, который хочет выяснить, интересно, как мы работаем со школьниками, да? Да, да. Ну, есть одна генеральная линия, это, конечно, работа с нашими агроклассами, которые мы в этом году запустили. На сегодняшний день в 14 муниципалитетах, в 14 районах мы выделили школы, с которыми мы работаем как в формате агрокласс. Агрокласс, что это такое? Это когда взаимодействие между университетом и школой проходит именно уже на этапе подготовки. То есть с 9 класса школьников там в какой-то степени делят на биологические классы, на гуманитариев, на физико-математические и так далее. Здесь мы, конечно, подключаемся и стараемся помочь ребенку, школьнику определиться с будущей профессией. Если, например, он биологию выбрал или химию, мы, конечно же, в этот момент с этими ребятами работаем. То есть поезжает наш преподаватель в этот муниципалитет, проводит занятия, какие-либо мероприятия именно в этом направлении, ну и так далее. Второй формат агроклассов – это когда к нам студенты, то есть школьники приезжают, и здесь уже в стенах университета они видят вообще процесс обучения, видят, какие лаборатории, знакомятся с деканами, преподавателями, проживают общежитие вместе со студентами. Есть такой даже тест-драйв. Да, тест-драйв, то есть суббота-воскресенье, пятница, суббота-воскресенье приезжает школьник, и он проживает в общежитии совершенно бесплатно, питается бесплатно, и, ну, бесплатно или за мизерную сумму питается, имеется в виду, и просто включается в учебный процесс уже вузовский. Поэтому он понимает примерно, что это такое, и уже поэтому, когда в школе учится, уже начинает там корректировать свое обучение. То есть здесь таким образом. Ну, еще там много можем перечислять, так ведь, по профориентации. И факультет у нас работают с вузами, вернее, с... В общем, в этой области можно сказать, что проблем да, никаких нет тоже. Ну, это нужно работать, потому что люди должны знать университет. Ну да. У нас очень много делается, мы хотим показывать, мы хотим общаться, мы хотим двигаться. Делиться поэтому, опытом. Да, те, кто слушали, которые нас смотрят, я хочу, чтобы призываю, по крайней мере, чтобы они приезжали, смотрели. Дай бог, чтобы эта пандемия закончилась, мы открываем опять-таки наши двери и будем с радостью ждать наших абитуриентов и в стенах университета, и готовы выехать в любой муниципалитет и пообщаться с нашими родителями, то есть с абитуриентами и с родителями. То есть... Вот уж раз есть такая возможность, хотелось бы с вами пообщаться. Венера Фанилович, скажите, пожалуйста, вот я заканчиваю университет снова опять-таки, да, и мы с вами проговорили про перспективы трудоустройства на лесном хозяйстве. А хотелось бы в целом тоже узнать именно про перспективы в целом лесного хозяйства. Вот, что вы об этом можете тоже нам рассказать? Ну, здесь имеется в виду, наверное, про развитие лесного хозяйства. Ну да, перспективы развития. Ну, смотрите, Эрнест, вот чтобы, будем откровенными, да, вот что разговоров всяких очень много ходит про лесное хозяйство. Это и в соцсетях видим, и по телевизору, да, в каком состоянии лес и так далее. Просто вот чтобы не было как бы в отношении вот того, что я буду говорить, сомнений каких-то вот, и либо что я нахваливаю, либо что-то как, да. Я вот хочу, вот, во-первых, буду коротко, ну, конкретно говорить, с одной стороны, да, но с другой стороны, я начну с предисловия. Вот эти вот разговоры про
проблемы в лесном хозяйстве, они начались в 2007 году. Это ровно тот момент, когда лесное законодательство было полностью изменено, кардинально изменено. Была большая реформа в лесном хозяйстве. И вот про ту модель, которую я говорил, которая была раньше, то есть был единый лесхоз, который полностью всем заведовал, так скажем, лесом. И в лесу и порядок был, и работы выполнялись, и древесины обеспечивали, все это через лесхоз было. Но поскольку у нас экономика с 90-го года в России стала рыночной, соответственно, и лесное хозяйство как отрасль экономики, она тоже не могла существовать вразрез, и, соответственно, этот лесной кодекс был принят. Понятно, что было очень много проблем, несовершенства в этом законодательстве на начальном этапе. Я хочу сказать, что я вот работал как вот полностью, вот, начиная с этого лесного кодекса, но еще и пришлось поработать при старой системе. Поэтому я как бы сейчас вот даю оценку и той системе, и этой системе. Да, проблем действительно много. Мы очень много потеряли работников. Мы потеряли в целом институт лесника. Такой профессии, как лесник, на сегодняшний день не существует. Серьезно, вообще? Да. И прогнозов по ее возвращению тоже Да, нету никаких? Прогнозов пока не ожидается. Но я вот дальше потом об этом скажу, что вообще делается. Все было, значит, под гражданское законодательство, под общие гражданские нормы все это переведено, и, соответственно, в лесу это работать не могло, потому что здесь очень своеобразная специфика. Но на сегодняшний день, вот за точнее, по истечении 5 лет после принятия этого лесного кодекса, было принято ряд очень таких больших, серьезных изменений в это законодательство. На сегодняшний день их больше 40 насчитывается в лесном кодексе. И законодательство формируется. Но не буду в этой детали... Да, здесь, наверное, у нас школьники... Да, детали не буду уходить, просто это, чтобы было понятно. На сегодняшний день, значит, система управления стала такой, что она делится на государственные и делится на арендаторов. Арендатор кто такой? Арендатор – это предприниматель, у которого интерес зарабатывать деньги. Соответственно, вот на начальном этапе и была вот эта проблема в том, что они только рубили лес, но не обеспечивали именно лесоводственные, лесохозяйственные требования в лесу. Но ряд вот этих ограничений, ряд вот этих изменений в законодательстве ужесточил вот эти требования. На сегодняшний день они вынуждены работать по закону, и они приходят к нам. То есть они, во-первых, уже берут работников, именно специалистов лесного хозяйства, во-первых. Во-вторых, они обращаются к нам и на аутсорсинг привлекают. Как? На аутсорсинг. Это что такое? То есть выполнение своих обязательств они привлекают в наши лесхозы. Вот понимаете? И это направление развивается. Причем очень динамично, и очень на сегодняшний день есть взаимопонимание, взаимосвязка, вот эта взаимная работа арендатора и органа управления лесным хозяйством. То есть, Эрнест, вот если вкратце говорить, Венер Фанюш, я подополню просто. Перспективы есть хорошие, потому что видишь, да, изменения в законодательстве. Если ты хочешь пойти в сферу лесного хозяйства, вопросов не будет. Ну и для наших абитуриентов тоже, чтобы информация понимали, что все сегодняшние наши гости говорят о том, что у нас есть изменения, позитивные изменения. Да, только в лучшую сторону. Только в лучшую сторону. Понятно, что без проблем не бывает, но тем не менее вот они решаются, и причем на таком системном законодательном уровне. Это вот первое. Но второе, все мы знаем про стратегические вот эти вот указы президента Российской Федерации про федеральные национальные проекты. И наш федеральный проект, он тоже довольно-таки успешно работает. Довольно-таки серьезные финансовые средства из федерального бюджета выделяются. По прошлому году и по этому году очень много лесохозяйственной и лесопожарной техники было получено новой, чего не было еще с советских времен. Понимаете? То есть это, можно сказать, такое большое нововведение, да? Таких объемов, вообще таких, скажем, вливаний и предоставления спецтехники не было с советских времен. Это можно однозначно утверждать, и это очень позитивно сказывается на все и на настроение работников, и на все работе лесного хозяйства. Поэтому перспективы такие. Я думаю, что лес все-таки это наше богатство. Это как, во-первых, природный Надо ресурс. беречь лес. Да, во-вторых, это
очень Составляющая основная экологии. экосистема, да. Да. Поэтому ее никак не обойти, и поэтому Я чувствую, вы думаю, как всё два будет. специалиста так хорошо поговорили. Да. Наш Спасибо следующий большое, Да, Игорь да. Фанидович. Давайте вот у нас все-таки затронем тему для наших абитуриентов. Вот я, как уже говорил, у нас недавно изменились Мгм. особенности приема и утверждены сроки. Так, Попросим Светлану Сергеевну вот этот момент прокомментировать, да, потому что все-таки мы должны людям сказать, когда у нас и зачисление, сроки зачисления, не как раньше, не в начале августа, а они сдвигаются практически под 1 сентября, все это заканчивается. Светлана Сергеевна, оглашайте, Да, я пожалуйста. подготовилась. Я держу в руках очень актуальный для абитуриентов на сегодняшний день документ. Мы вот его буквально вчера увидели. Утвержден этот документ. Это называется «Приказ об особенностях приема по программам поступления на высшее образование» от 15 июня, номер у него 726. И этот документ, он регламентирует наш прием в новых условиях. Что здесь хотелось бы отметить, дорогие абитуриенты? О том, что мы говорили до этого, что поступать можно онлайн, это сохраняется. Да, онлайн-прием у нас будет продолжаться, но здесь у нас появилась возможность принимать вас и в здании университета. Информационно-консультационный центр приемной комиссии начал свою работу, и мы ждем вас. Сегодня мы начали прием, 19 июня. Теперь поговорим о сроках окончания. В данном приказе определены сроки. Прием документов на очную форму на программы бакалавриата и специалитета продлится до 18 августа. Затем начинаются этапы подачи согласий на зачисление, этапы размещения списков поступающих и этапы зачисления. Зачисление проводится традиционно в нулевой этап, первая волна и вторая волна. При этом мы говорили уже то, что мы будем зачислять и на коммерческой основе после того, как пройдут все волны на бюджет. По датам быстро скажу. Первый приказ у нас на нулевую волну 22 августа. 80% бюджетных мест мы зачисляем 24 августа и заполняем до 100% бюджетных мест 26 августа. На коммерцию, те, кто не пройдет по конкурсу на бюджет, мы зачисляем 28 августа. Если та категория абитуриентов, которые сейчас уже получил аттестат или получит аттестат, еще все-таки сомневается, есть вопросы, можно ли уже подавать документы, можно, не дожидаясь сдачи ЕГЭ, результатов ЕГЭ, вы подаете свои результаты, свои документы в университет и сдаете экзамены. Из федеральной базы мы получим эти результаты. Расписание экзаменов, которые будут у нас проходить в университете, мы разместим на сайте до 15 июля. Можете, те, кто заинтересованы в поступлении по экзаменам вуза, это среднепрофессиональное учебное заведение, посмотреть на нашем сайте. Но сегодня я хотела поблагодарить зрителей, которые смотрели нас. Если у вас будут актуальные вопросы, можете писать и под этим видео, можете писать на наши почты и в официальные аккаунты вуза и приемной комиссии. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Ну что, друзья, да, хотел сказать вам огромное спасибо за ваше внимание. Прежде всего, получилась действительно интересная беседа. Разобрали очень много важных и интересных вопросов. Надеемся, что на все ваши вопросы мы постарались ответить. Тем не менее, если у вас остались еще вопросы, подписывайтесь на наши соцсети. Можете также быть всегда в курсе всех новых событий. Ну и сейчас также хотелось бы предоставить слово проректору по учебной работе Наиль Муртазович, который тоже скажет пару напутственных слов для наших абитуриентов. Спасибо, Эрнест. Во-первых, наверное, поблагодарить наших всех гостей, которые нашли время, пришли к нам. И, Венер Фанидович, вам спасибо за то, что нашли время, все-таки пришли к нам в студию и поговорили. Столько, на самом деле, полезной информации я узнал сегодня. И даже не только для абитуриентов, но и для нашего Да. модератора даже, который тоже, наверное, в будущем будет трудоустраиваться по профилю. Дорогие друзья, уважаемые школьники, мы хотим просто единственное до вас донести вовремя информацию по приему. Что касается нашего университета, мы готовы принимать вас, вот, как уже говорил Светлана Сергеевна, с 19 числа мы будем принимать вас и просим, даже, наверное, прошу подключаться на наш YouTube-канал, смотреть наши онлайн-трансляции, которые мы регулярно обязательно будем публиковать, будем собирать, приглашать гостей. Если есть какие-то актуальные вопросы, которые вам необходимо получить ответ,
пишите на наш и на официальную почту, а также на Да в соцсети да, соцсети, просто, да, Инстаграм, на приемную комиссию. Да. И все, ссылки, которые представлены по данному онлайн-трансляции, прошу тоже подключаться, писать, не стесняться. Мы с удовольствием ответим и будем принимать и стараться сделать так, чтобы было вам все понятно, и вы нашли свой вуз и нашли свою специальность. Всем, конечно, спасибо. Ну, Эрнест, тебе отдельно спасибо за то, что провел это Спасибо большое, мероприятие. Ахмат Азович. Ну что, друзья, давайте потихонечку будем прощаться. Всем огромное спасибо. Желаем вам успехов. Желаем вам успехов в сдаче экзаменов. И будем рады видеть вас в рядах Башкирского государственного аграрного университета. До новых встреч.